головной библиотеки нашей республики, в историческом ее здании. Сколько лет ему? В 1911 году оно было построено и впервые введено в октябре месяце. Сколько лет? Много. Сказали гуманитарии. Столько не живут. 112. 112. Вы, когда заходили сюда, оно пустое, по фасаду было испещрено разными табличками. Какую-нибудь запомнили? Все у нас. Короче, все гуманитарии проваливают этот тест. В общем, вот это вот здание, представьте себе, в октябре 1911 года вот этим воздухом дышал сам Кулаковский, Алампа, Василий Васильевич Никифоров Пелюмин. А сюда заходили прямо, да? Прямо они здесь прямо они дышали этим воздухом, прямо они сидели в этом зале. Вот это вот как раз в один из юбилеев, значит, правительство подарило эту картину. Это реальная сценка, она по фотографии реконструирована. И здесь я вам скажу секрет, который называется камео. Творческие люди всегда, вот это очень часто принимает Квентин Тарантино, наш любимый Эльдар Рязанов, в своих фильмах всегда снимает себя любимого, а здесь художница, это работа, значит, дочери отца Иннокентьевых, у нее московская школа живописи, у него ленинградская. Вот она себя изобразила, девочка в переднике, художница Мария Иннокентьева. Значит, среди воспитанниц, значит, женского епархиального училища. Это более 500 человек гостей было в этот день. Это было очень знаменательное событие. Полностью этот дом построен на народные средства. Это необычный такой факт, потому что на крупные здания, естественно, финансировалась часть какая-то государственных средств, а здесь, получается, полностью люди, это были привлечены специально Иваном Ивановичем Крафтом меценаты, купцы, и у них были какие-то вот, преференции в сдаче вот, налогов и прочие вещи, чтобы они как бы были заинтересованы. Вот. И, получается, и простые люди тоже сдавали эти вот все средства полностью. Все здание контролировал, и было это поручено Якутскому областному, значит, нашему архитектору Казимиру Лишевичу. Когда заходили, обратите внимание, там есть его фамилия, и вот как раз свет ушел. И, значит, и я вот прям буквально чувствую его вздох облегчения, когда закончилось строительство, потому что наверняка Иван Иванович, просто, не знаю, он отправлял на экспертизу в Академию художеств фотосад, да, здание. Немножко было, наверное, чрезвычайно тревожно, когда так сильно контролируют. Ну и по сей день вот это вот, получается, не зря старался Иван Иванович Крафт, наш предпоследний губернатор. Вот как раз он ведет это заседание. Из всех губернаторов он является одним из таких, ну, один из самых значимых, который оставил очень такой большой и значимый вклад, да, вот, и след в истории вот нашего края, нашего региона. Да, и это, представьте себе, здесь вот в этот день было, ну, просто весь цвет интеллигенции, и представители духовенства, и чиновники, и местная интеллигенция, и воспитанники начальных и средних учебных заведений. Вот это вот реально вот эти два окна, это изображение, занавешенное изображение императора. Кстати, от императора тоже была получена поздравительная телеграмма о том, что вот он отмечает вот, как бы, да, все высокоподданнические мысли вот губернатора Ивана Ивановича Крафта, и вот очень его сильно благодарит. И вот если вот мысленно убрать институт космофизики, мы видим с вами макушку церкви. Это вот, да, реально вот этот вид, который был бы, если бы не было вот это вот, ну, вот этих современных построек, которые загораживают самый вид. И, значит, вот это вот сейчас здание весьма активно используется национальной библиотекой. Здесь проходит большое количество различных мероприятий. Условно оно поделено на две части. Наверное, кто-то из вас уже что-то здесь проводил или вот видел во всех новостных. Тут часто проводят совещания различные министерства, учреждения культуры. Это действительно библиотека является местом, где собирается общественность, очень публичное место. Да? Из всех учреждений памяти вот оно как раз является таким, который вот вплотную работает с населением. И действительно, это вот концентрация каких-то вот таких встреч творческих, в которых очень много интересных идей рождается. И вот условно этот зал поделен на две части. Вот реконструкцию здесь провел, я считаю, реставратор с большой буквы, с европейским образованием, чех по национальности, у него супруга местная якутянка, и он, получается,
Рудольф Шельц и наискосок Академии наук, как раз ваша альма-матер, да, где вот вы. И вот издание, получается, по Петровского галереи, это вот все его рук дело. И вот, да, это вот он как раз реконструировал, и вот он считается, что это очень интересный опыт на всей территории Восточной Сибири. Буквально по кирпичикам было разобрано это здание. В свое время оно было таким технически и технологически продвинутым. Было подвальное помещение, паровое отопление, это был очень необычный момент. И надо сказать, тут было два совершенно разных учреждения по своей сути, да, по своим целям и задачам. Это был Якутский областной краеведческий музей и была Якутская городская публичная библиотека. Это такая общеевропейская тенденция в городах, где население больше 1000 человек. Вот объединять эти совершенно, ну сейчас уже такой тенденции уже сейчас не соблюдается, это получается объединяли музей и библиотеку. И вот по всем канонам, которые были прописаны еще в эпоху Возрождения, Витрувием, в его трактате библиотек, что библиотека должна занимать центральное место в городе, защищена от вредных ветров, и, собственно говоря, вот по всем канонам выстроено вот это самое здание. И то же самое, например, в Российской государственной библиотеке Ленинки, да, а из нашего окна площадь Красная видна, это тоже находится прямо в центре нашей Москвы. Если там были, то наверняка вот там как раз вот статуи Достоевского, да, перед этим зданием. Ну вот это вот все непосредственно соблюдается. Если вы видите какой-то город, населенный пункт, где это не соблюдено, знаете, они нарушили эти самые традиции, идущие еще с тех самых времен, да, получается, да. И вот это имя тоже очень значимое для нашего, как бы и нашего, собственно говоря, и библиотечного сообщества, и, собственно говоря, даже всей, наверное, гордости, ну не то, чтобы вот, это вот так же, как вот, например, страны, вот уровень стран определяется по уровню состояния сердечно-сосудистой системы. Какова у них система быстрого реагирования, что у них, собственно говоря, какие есть учреждения медицинские, которые это контролируют и прочие вещи. А то же самое, вот страна интеллектуальна, вот, по параметру состояния библиографии. Вот вы очень удивитесь, но она так определяется. И в этом отношении наш регион является флагманским, благодаря только этому человеку. К сожалению, он скончался в блокадном Ленинграде, он является основателем библиографии Якутии. Что такое библиография Якутии? Это, может быть, вам сейчас не совсем, или уже, может быть, уже понятно, но это вот просто вторичная информация в документе. То есть вся интеллектуальная память в виде документов, она описывается. И была она начата описана этим человеком, до сих пор идет реконструкция этой самой библиографии, до сих пор как бы выходят все части. Это получается все известные на тот момент науки, библиографии Якутии, посмотрите в электронной библиотеке, она в открытом доступе. И любой человек, будь то там бизнесмен, который банком интересуется человек каким-то охотом, какой-то флорой, фауной, экономикой, географией, любым направлением Якутии, вот то, что вот если он хотел бы посмотреть точку отчета начала изучения своего какого-то интереса, он должен обратиться к библиографии Якутии. Вот везде, где бы не был опубликован этот документ, он самолично это все разыскивал, скомпоновал, опубликовал, и это как бы, да, библиография Якутии. И он, кстати, был второй директор. После Натальи Николаевны Бурыкина, это специальный был специалист с Академии наук приглашенный, и вот получается, вот вторым директором был как раз Николай Николаевич Грибановский. У нас проходят ежегодные грибановские чтения, ну вообще, собственно говоря, это получается специальный бюст заказан, и вообще его имя очень хорошо известно в нашем библиотечном сообществе. И я хотела бы, чтобы вы тоже знали и были преисполнены гордости от того, что такой человек, собственно говоря, существует, который заложил какую-то константу определенную. Вот не во всех регионах. Вот я была очень удивлена, когда вот я училась на высших библиотечных курсах Российской государственной библиотеки в Ленинке, в Москве. И там, представляете, москвичам, вот, и там другие слушатели со всей нашей страны, им дают перечень фамилий известных людей, внесших вклад вообще в библиотечное дело нашей страны. И вот как раз у них есть прекрасное имя Николая Николаевича Грибановского. Получается, наши с вами, значит, ваши коллеги пишут, да, и изучают его деятельность. И там все это как бы, да, все осознается и понимается. Ну, тут вот иконостас нашей библиотеки. И вот обратите внимание, вот этот вот, мы больше 10 лет работали над этим судным каталогом. Оно стало лучшей в нашей стране, лучшая профессиональная книга
Это вот как раз сводный каталог якутской книги. Мы, получается, все те города, в которых, давайте уже здесь завершим нашу, подойдем к музею книги. Да? Здесь условно вот две части. Вот эта часть как раз музей книги. В любом отделе это жемчужина, собственно говоря, любой библиотеки. Здесь хранятся самые первые книги. Ну вот конкретно вот эта часть, она вот еще непосредственно не местные книги, а получается самые первые книги у нас, естественно, были, вот приходили к нам по двум каналам. Это был какой-то государственный канал, это имеется в виду, что когда строились храмы, это было для государства очень важно. И там прямо было прописано в сибирском приказе, вот как раз вы что-то Головина искали, вы потом нашли концеподу? Нашли. В смысле, так и не выполнили эту домашнюю, что ли? Выполнили. Выполнили, это же как раз об этом было, да? Вот тот самый, как-то сибирский приказ подписавший воевода, который вот сюда отправил 24 книги, 12, значит, наименований, в двух частях. Это для того, чтобы на великой реке Лени без причастия не помирали, да? Вот это именно вот была основная задача той страны, для того, чтобы мы стали частью Российской империи. Это вот прекрасная политика нашего государства, когда вот укрепление российской государственности происходит за счет именно укрепления здесь какой-то религии. А религия, она, в отличие от, например, от таких стран, в которых это проходило как-то очень сильно насильственно, например, мы возьмем территорию Канады, где население было ознакомлено с текстом Иоанна Златоустова только в середине 20 века, то мы с вами будем знать, что у нас, вот дальше это будет экспозиция, я немножко забегаю вперед, у нас это переведено уже в середине 19 века, в тексте вот, Священного Евангелия. И политика такая была в Российской империи, да, чтобы вот укрепление веры было на языках этих самых народов. И даже есть такой курьезный случай, когда вот молитва же есть. Как там? Дай нам днесь хлеб наш ежесильный. Хлеб, там слово хлеб. Как называется? Хлеб насущный. Хлеб насущный, дай нам днесь. Вот эту вот фразу, чтобы понял чукотский народ, они не знали вообще, что такое хлеб. Они заменили на слово рыба. Рыба насущная, дай нам днесь, да, что называется. Вот такие даже. Вот это получается очень такая, вот была такая. Это и финансировалось достаточно хорошо в сравнении с Центральной Россией, потому что, если мы сравним оплачиваемость труда священников в центральных городах России и здесь, это тоже будут совершенно какие-то разные суммы. И вот в этом отношении здесь девочки поставили экспозицию, это как раз именно церковные книги, они в основном богослужебные и богословские. Но богословские, вот как раз это я говорю, богословские как раз тут вполне есть. Но и перед смертью обязательно должны быть причастие. Да. Вот это обязательно. Первые самые книги, они отправлялись именно для этого. Что вот письмо императора в Орду, вот когда открывали эту библиотеку, он купил. Письмо императора, телеграмма. Нет, телеграмма есть, она была. Ее, по-моему, сейчас вот уже... Это постоянно меняется, на данный момент ее нет. Вот эта сторона, а так она у нас есть, мы ее в архиве скопировали, слава богу, там вот есть. Это все телеграмма есть. И получается, эта сторона, это вторая, по-моему, это, в общем, Миддендорф, экспедиция Миддендорфа. Да, экспедиция Миддендорфа, который вот как раз здесь изучал Якутию с самых разных параметров. У него есть вот очень известный фундаментальный труд, который вот опубликован и представлен, и изучает Якутию с самых разных сторон. Да, вот она называется «Путешествие на север и восток Сибири». Там и климат, там флора, фауна, народы, и в том числе языки. И самое главное для нас, конечно же, это языки. И там, получается, он обратился к тюркологу с правым именем Отто Николаевичу Бётлингу, с которым контактировал наш с вами соотечественник, говорящий превосходно на якутском русском языке, Афанасий Яковлевич Уваровский. И он отправлял ему тексты. Отто Николаевич Бётлинг здесь, в Якутии, никогда не был. Он общался только непосредственно с этим
с Зубаровским дистанционно. И получается, это вот настолько он все хорошо изучил и погрузился, и получается вот эта часть о языке и кодов разработана и представлена тюркологом с мировым именем. Кстати, вот на очень большое внимание Да. обращено. Я путешествую проехал дрова. Потому что, да, действительно, мы сразу же стали сотрудничать именно с такими тюркологами с мировым именем. И вот, получается, они очень глубоко изучали наш язык, и в этом отношении, да, наверное, мы какими-то являемся образцово-показательными. И вот, да, очень много вот, турецкий народ у нас вот, берет именно при составлении словарей, да, например, Пекарского, то же самое. И, ну, в общем, вот не зря, что называется. Это вот все вот об этом. А здесь уже непосредственно наши раритеты, наши самые книги. Ну, здесь вот девочки все это сделали вот, в виде такого листа бумаги с QR-кодами, но это в целях сохранности. Но вот самые первые книги, это вот действительно вот эти... Это книга 1800, самая ранняя, 1819 и 1821. Она вот является и как учебной, так, собственно говоря, и плюс еще и богослужебной. Там есть молитвы, да, плюс еще и изучается математика. Ну, то есть это какое-то комбо такое интересное, да. И самые первые города, в которых они издавались, это вот территориально близко к нам Иркутск. Самый первый экземпляр книги, изданный в 1812 году, до настоящего времени исследователям пока не найден. Может быть, вам как-то это больше повезет. Ага, и вот имейте в виду, это было издано в Иркутске, она называлась «Молитвы, символ веры, заповеди Божьи». Она вот как-то пока еще мы нигде никак не можем найти. Была также вот Санкт-Петербургом у нас такая вот, получается, самый первый издательский город Иркутск, Санкт-Петербург, и был следующий город Москва. Москва очень тесно связана с именем Иннокентия Вениаминова. Иннокентий Вениаминов – это просветитель Аляски, России, Сибири. Известен он тем, что он, ну, то есть не то, что он этим, нет, только этим известен, он вообще канонизирован, признан святым. Представляете себе, это человек из плоти и крови, который жил... Иннокентий. Да, Иннокентий Вениаминов, значит, он, получается, у него есть письма. А вы знаете, вот эта процедура канонизации, она очень серьезная. Вы в курсе, что там делается эксгумация тела, там какие-то собираются письменные доказательства чудес, которые проявлял этот человек, и прочие вещи. Это очень серьезная процедура, и это все он прошел. И в его жизни был такой случай, он очень интересен тем, что когда он был на Аляске, это остров, ну, очень большое количество островов, там, естественно, никаких видов каких-то связей нету, но местное население знало, что он приедет. Всегда его ждало с хлебом и солью. Он очень удивился и спросил, почему, как вы это узнаете? Ему ответили, а мы к шаману местному обращаемся. Он попросил его познакомить с этим шаманом. Этот шаман сказал, я хожу на гору, и там мне два белокрылых человека. И описал прямо архангела Гавриила и Петра. И получается, вот он сказал, а ты можешь устроить мне встречу с ними? Он сказал, да, конечно, через какое-то время. Они сказали, такого-то числа до вас только-то подойти. И вдруг в этот момент он понял, что он сотворил страшное. Он усомнился в том, что есть Бог и есть его, значит, да, правые как бы, руки. И вот он отказался от этой встречи, вот это у него все описано в письмах. И когда это прочитал очень, у нас тогда был в Министерстве культуры Лёбочкин Владислав Валерьевич, извиняюсь, он же сценограф, он драматург, он написал там, получается, и постановка такая была именно по этому как раз вот моменту из его жизни. Но он очень яркий, многим запоминается. И в Москве, получается, вот когда к нам приезжал Гончаров, автор Обломова, он говорил о том, что очень много здесь делается для того, чтобы издавались книги. То есть существует здесь комитет перевода, вот что местные священники очень так активно вот с этим работают. И купечество очень образованное. И вот это все он написал в такой интересной книге, обязательно прочитайте, если не читали, «Фрегат Паллада». И был такой еще период с нашим сотрудничеством с Казанью. Это уже там были университетские, значит, профессора.
Катана, Фельдменский. И тут тоже были не только богослужебные, богословские книги переведены, и учебные, и светские в том числе. И вот получается у нас все равно вот основной массив самых первых книг, если мы с вами посмотрим, они все вышли под цензурой и по инициативе Русской Православной Церкви. То же самое было, когда у нас здесь была издана, то есть была организована наша областная типография. Как вы думаете, вот эта книга «Омут, из которого необходимо выплыть, иначе погибнет Русь», о чем? Омут чего? Совершенно верно. А тут люди разные вещи, никто не догадывался, кстати. Да, о рыгы несчастные. А кто написал? Омут, из которого... Методичка про борьбу с алкоголизмом написали. О, сейчас очень актуально. Даже сейчас техно. Даже сейчас актуально. Да. Из которого... Да, и вот у нас есть книговед, которая, собственно говоря, вот эта вся экспозиция основана на ее исследовании. Да? Она в свое время уже, вот, ну, ей было 60 с хвостиком, она работала в читальном зале, была такая очень известная личность в читальном зале. И вот вторая ее половина жизни вот в библиотеке, да, она, получается, связана с наукой. Вот очень интересно, она вот вроде бы была на обслуживании и вдруг резко поменяла, вот получила от администрации небольшое задание. У нее было задание такое: пожалуйста, составьте список дореволюционных книг. И человек настолько погрузился по библиотечному основательно. Вот Во сколько лет, интересно, она погрузилась? после 60 лет. Да, так поздно? Да. И представьте себе, да, потом она защитилась уже, да, она была кандидат исторических наук, профессор Арктического института. Вот у нее такая совершенно никогда не поздно, тоже вот не надо горевать, что может быть что-то не выполнено, ничего нет невыполнимого, наоборот, это вот как, да. И она, получается, что сделала? Вот она вот, когда приехала сюда, в Якутск, она вообще не знала русский язык. И тоже вот тогда была организована библиотекой, детская библиотека во время войны. Она располагалась как раз в храме там, да, получается, вот в нашем основном головном Преображенской церкви, там была книгохранилище и детская библиотека. И она вот начала учиться именно вот в этом храме. Она вообще вся жизнь почему-то так мистически связана с храмом. Потом ей всю жизнь снилось, что она карабкается по стенам этого храма, и вот она вот углубилась, получается, вот этот вклад миссионеров, и она уже в преклонном возрасте приняла православие. Значит, у нас большое количество таких вот коллекций. У нас коллекционный принцип хранения, и ему похоже, вот я об этом в этом тедовской лекции говорила, что мы как охотники за головами. И Ула как раз, Ула Йоханссон, эта женщина вообще уникальная. Вот почему-то мы всегда с вами ставим, что у нас южное происхождение, какая-то немка где-то. Это доказала, изучив наш орнамент. И вот очень смешная такая встреча с Аизой Петровной Решетниковой, она поехала за границу. И там на таком-то вот мероприятии они вдруг встретились, и она прямо, говорят, воскликнула: вы еще живы? Она не думала, что этот человек, который вот, да, он еще в этом мире, и вот они все время потом смеялись, и вот она утверждала, что это у нее прямо это вот реально вырвались эти слова. И потом она, представляете себе, ее тоже в преклонном возрасте уже привезла несколько раз сюда, привозила, ее тут встретили, ну, почти как Веронику Кастро. Ой, вот в России же прямо на руках носили. Тут очень схожая ситуация. Тут ей вообще ничего не давали в магазине заплатить. Несли ей всякие ювелирные украшения. В общем, и она вот настолько растрогалась, она вся в слезах уехала. И вот однажды раздался звонок. Аизе Петровне Решетниковой, она говорит: я с мужем посовещалась, и мы решили одну из своих квартир сдать в аренду. И получается, это вечное у нас, представляете, ежегодно. Вот ее там, как это называется, вот как раз эта служба обменная, она в СВФУ есть, и вот если вы тоже что-то напишите, какой-то проект, это получается сколько-то тысяч евро, у вас там есть, во-первых, где остановиться, она, по-моему, одну из своих квартир тоже дала вот студентам, и плюс еще у вас какая-то очень хорошая стипендия, и вы годовую стажировку в Германии, вот в лучших каких-то музеях, каких-то учреждениях в Германии, вот вы имеете право. Представляете, там это все, она полностью частные ее средства. Вот столько, сколько сделал для Якутии этот человек,
Я вообще еще никого не знаю. Назовите хоть одного. Вот именно в плане того, что вот именно вот реально человек поделился тем каким-то своим материальным, действительно вот своим каким-то имуществом, чем-то своим таким наработанным. А вот, во-первых, это коллекция. Коллекция это вообще для ученого, это его на самом деле чуть ли не душа. Вот говорят, она ходила очень грустная и смотрела вот эти опустевшие книжные шкафы, а это вообще как будто слепок. Тут знаете, вот какую дикую радость испытали все историки, все тюркологи. Все, что они вот в этой вот обычной источниковедческая база, это все к нам приехало сюда. Посмотрите, какие она слова еще написала. Она написала, что моя цель – способствовать развитию Якутска как одного из мировых центров науки и искусства. Это значит, что мои книги не уйдут в другие библиотеки России, не будут проданы. Для меня огромная честь, что моя библиотека будет служить становлению все новых поколений ученых. Да, все подарила. Парадын. 4000. Несколько раз ездили с Арглановым самолично. Три раза. Парадын, Маннагал Баттара. И вот представляете, это вот ее, вот когда вот эту книгу посмотрите в электронной библиотеке, там есть ее биография, почитайте ее. И там вообще интересно посмотреть. Она умерла уже. И получается, она, кстати, Да? да, вот она успела увидеть, что вот такой ажиотаж подняли, когда она перебрала эту выставку, что она была. И успели также Путин ей подарил какую-то медаль от Русского географического общества. Ну, в общем, она признание свое получила от России. А так она вот очень, вот, а знаете, она как это вот обратила на нас вдруг внимание. Это ее друг. Она работала в музее, он сказал, а ты не хочешь вот такой интересный тюркский народ, вообще непонятно, откуда там он завелся. Вот такие интересные орнаменты. И, в общем, она вот это сравнительно вот каким-то вот таким анализом, получается, методом специальным, вот доказала южное происхождение наших народов. И получается, это, ну вот за ее коллекцией, оказывается, охотились и очень много учреждений научных России, это и Кунсткамера, да, вот они очень, и из Москвы тоже хотели, и были очень, как бы, да, она прям вот целенаправленно именно должно уйти это все в Якутию. Ну, в общем, очень интересная такая женщина. Ну, у нас таких коллекций очень много. Мачанов подарил свою коллекцию. Мачанов, когда уезжал отсюда к своему сыну в Киев, и как раз его супруга, тоже Федосеева, да, Галина Александровна, Светлана Александровна, она тоже, это два археолога, вот они как раз, вот это Мачанов тоже очень интересный товарищ, археолог. Слышали же о Мачанове? Да, Деревнеуральская. Но вот это его вот именно как раз то, что цивилизационно вот человечество родилось именно вот в холоде, на севере, здесь, а не в какой-то вашей Африке. Это вообще перевернуло весь научный мир. Это, получается, все защищенные до этого диссертации, они были подвергнуты тому, что это была глубокая ошибка. Конечно, его вообще вот ничего не было, ничего не знаем, не доказано, не найдено. В общем, он был подвергнут остракизму, опале и вообще очень... Ну, он сам был такой товарищ интересный. Ну, теория-то его очень интересная, что именно в холоде заставляют человека мобилизоваться и что-то цивилизационно двигаться, а нежели вот как бы, да, где все это застынет. Ну, тоже интересная, да, вот эта вот идея и вообще, собственно говоря. Ну, у нас очень много вот таких вот как раз людей, чьи коллекции хранятся. Вот, например, это коллекция этнограф. Да? Нет, там эта коллекция у нас в Национальной библиотеке есть коллекция миниатюрной книги. Есть там, да, Евдокия Павловна тоже передавала. Какие книги? Да, миниатюрные книги, это имеется в виду книги, которые здесь в России у нас стандарт 10 сантиметров меньше, а за рубежом меньше 7 сантиметров. О, лощиночка. Здесь очень... Получается, опять возвращаемся к Ивану Ивановичу Крафту, нашему предпоследнему губернатору. Он родился в селе Шушинское. И еще раз повторим, при нем было очень много чего сделано такого такого, ну, очень цивилизационного, очень прогрессивного для именно развития Якутии. Например, телеграф, телетайм. Крафт спробовал. Нельзя рассказать. Да,
И вот получается, да, когда я говорю, в Шушинском родился, новое поколение вообще не знает, что это Шушинское. Вы же знаете же, да, что такое Знаем, мы все Шушинское? знаем. Там Ленин в ссылке. Ага, был венчан с Надеждой Константиновной Крупской. И вот он там родился. Он хорошо очень говорил на бурятском языке, вырос среди бурятского населения. Вообще, собственно говоря, вот это вот знание языков, она хорошему службу заслужила, тоже хорошую карьеру сделал. Там у себя в Забайкальском округе был как раз помощник по инородческим вопросам. Сюда приехал, он тоже якутский язык хорошо выучил и знал, и, собственно говоря, даже экзаменовал местных чиновников на знание якутского языка. Он уезжал отсюда в 1914 году и 7 лет проработал, получается, и очень много чего успел сделать. И вот получается, что есть же такая фотография, к сожалению, тут на экспозиции тоже этого нету. Вот когда он как раз прощался на фоне этого здания. Видели, наверное, очень часто он где-то бывает, да, на фоне этого здания, вот его с большой любовью, значит, наши все провожали. Ну, уехав, он курировал строительство электрической станции, да, и получается, Свет это тоже его дело рук. И вот он до последнего занимался всеми вопросами Якутии. К сожалению, он через год уже скончался, у него было наказание здоровья. И тоже вот сейчас очень много его земляков, они какие-то мы совместные проекты тоже курируем и делаем.